Доброе утро, друзья! И вновь в эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня замечательный день. Сегодня понедельник, 23 декабря. И, по сути, мы встречаем последнюю полную рабочую неделю 2019 года. Да, это точно. А сегодня отмечается День дальней авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. После создания в 2015 году нового вида вооруженных сил Российской Федерации воздушно-космических сил, праздник отмечается как День дальней авиации воздушно-космических сил Российской Федерации. Днем, положившим начало развитию дальней авиации в России, можно назвать 23 декабря 2013 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Илья Муромец, легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского. Спустя ровно год, 23 декабря в 1914 году, по указу императора Николая II, была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней стратегической авиации. Ну и сегодня же мы отмечаем особую дату, 72 года со дня, когда 1 января официально было признано выходным днем. Вообще, раньше Новый год на Руси отмечали 1 сентября, и лишь в 1699 году Петр I перенес празднование с 1 сентября на 1 января. Своим указом он велел украшать дома в Москве сосновыми, еловыми, можжевелыми ветвями по образцам, выставленным в гостином дворе. А в знак веселья друг друга обязательно поздравляют с Новым годом. После революции 17 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено. Эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. В 1937 году в колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская елка. Дерево достигало высоту 15 метров. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз». Ну а на следующий год уже по всей стране засияли сотни праздничных елок. И в 1947 году указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января было объявлено нерабочим днем. Далее узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 38, минус 46, днем минус 35, минус 43. Заречье минус 36, минус 48, днем минус 36, минус 42. Южные Улусы минус 30, минус 33, днем минус 30, минус 31. Вилюйские Улусы минус 43, минус 47, днем минус 39, минус 41. Нижнеленские Улусы минус 34, минус 46, днем минус 32, минус 42. Западные Улусы минус 36, минус 41, днем минус 37, минус 38. Колымо-Индигирские Улусы минус 30, минус 49, днем минус 22, минус 37. Янские Улусы минус 37, минус 50, днем минус 33, минус 43. Северо-западные Улусы минус 22, минус 36, днем минус 26, минус 30. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 41 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, днем ожидается 32-34 градуса. Республиканская библиотека для слепых презентовала новое мобильное приложение. Через мобильное приложение можно иметь удаленный доступ к говорящим книгам. Замечательное приложение для книголюбов с ограничениями по зрению. Посмотрим. Республиканская библиотека для слепых – единственное учреждение культуры в республике, обслуживающее инвалидов по зрению, содействуя их интеграции в обществе с помощью книг и чтения в доступном для них форматах. И вот на днях учреждение презентовало новое мобильное приложение. О создании мобильного приложения мечтали наши читатели очень давно, так как все-таки у нас есть и незрячие, и слабовидящие, и люди с затруднением чтения плоскопечатного текста. Но каждый день вот незрячий человек, выходя из дома, он совершает действительно настоящий подвиг. И благодаря вот возможности мобильного приложения у читателей наших появится возможность прослушивать аудиокниги, не выходя из дома.
Мы обслуживаем всю республику. У нас более 2000 читателей. Мы планируем охватить мобильным приложением всю республику. По районам будем работать через муниципальные библиотеки. На сегодняшний день мобильное приложение для прослушивания аудиокниг доступно для телефонов на платформе Android. Платформа iOS будет поддерживаться в ближайшие 2 года. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Всеобщая декларация прав человека, статья 3. По итогу приложением могут пользоваться наши читатели и люди, у которых возникает затруднение при чтении обычных книг. Они могут скачать его с Play Market уже в ближайшие дни наверняка. И получив у нас логин и пароль, логины и пароли мы выдаем в конце этого года и в начале следующего. И уже смогут получить доступ к базе наших книг. Среди читателей библиотеки наблюдается интерес к аудиокнигам и желание иметь удаленный доступ к ним. Мобильное приложение позволит слабовидящему или незрячему человеку получить удаленный доступ к говорящим книгам библиотеки. Студия звукозаписи библиотеки ежегодно выпускает 50-60 названий говорящих книг местных авторов. Объем репродуцированных книг за 50 лет дошел до 1000. С 2000 года я начал записывать книги на компьютере, то есть в формате MP3. И с этих пор уже записано, больше 900 книг. Незрячие читатели часто посещают библиотеку. Большим спросом пользуются художественная литература и детективы. Поэтому книги имеются разного формата. Плоскопечатные и на крупном шрифте тоже. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. Друзья, вы смотрите программу «Новый день», и хочется напомнить вам, что компания НВК «Саха» уже вовсю готовится к празднованию великой даты 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас мы принимаем от вас, от телезрителей, от горожан и от населения всей республики письма ваших дедов, прадедов с линии фронта. Мы подготовим специальный проект, который будем демонстрировать уже этой весной. Так что отправляйте письма ваших родных к нам на электронную почту utro.nvk.saha@mail.ru или приносите прямо к нам в редакцию. Ну, а мы будем продолжать наш эфир. Наверняка все мы помним, что с 14 лет каждый гражданин Российской Федерации обязан иметь самый главный документ – паспорт. Ну, а в нашей постоянной рубрике «Мои документы» эксперт Марина Петрова сейчас напомнит нам, чем грозит любому гражданину РФ несвоевременная замена главного документа. Паспорт подлежит замене при следующих основаниях: достижение 20-летнего и 45-летнего возраста, в случае изменения фамилии, имени, отчества, также если в паспорт вносятся изменения по дате рождения, либо в случае изменения места рождения гражданина. Также паспорт подлежит замене в случае износа, порчи, повреждения, при обнаружении неточности или ошибочности, произведенные в записи документа. Отмечаем, что несвоевременная замена паспорта влечет к административной ответственности, которая устанавливается штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Исключением является случай, когда идет первичное получение паспорта, то есть по случаю 14-летнего возраста. Граждане, которые не достигли 16 лет, они не привлекаются к административной ответственности. За умышленную порчу, уничтожение или утерю паспорта вам может быть выписано предупреждение, либо наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей. После того, как вы обнаружили, что ваш паспорт просрочен или на нем имеется порча, возникает вопрос, где его поменять и составить административный протокол.
Для прохождения административной комиссии и получения квитанции с реквизитами необходимо обратиться в отдел по вопросам межмуниципального управления Якутское, который находится по адресу город Якутск, улица Лермонтова, 37, в кабинет номер 3. Граждане, проживающие на территории других районов, обращаются непосредственно в районный отдел по вопросам миграции. Ответственный инспектор управления выдаст вам квитанцию с реквизитами для погашения штрафа, который можно оплатить в любом из банков или терминалов. Для замены просроченного паспорта необходимо придерживаться следующей шаговой инструкции. В первую очередь, так, обращение в отдел по вопросам миграции для уточнения необходимости оплаты штрафа и прохождения административной комиссии. Далее, подача заявления на замену паспорта. Вы это можете сделать путем подачи заявлений через единый портал государственных услуг, госуслуги, да, либо путем обращения в любой офис центра «Мои документы» на всей территории Республики Саха-Якутия. Далее вы ожидаете получения готовности паспорта. По готовности необходимо обратиться за получением вновь оформленного вашего паспорта. Каждый гражданин обязан обеспечивать сохранность документа и его действительность. Мы несем полную административную ответственность за повреждение и порчу паспорта и должны своевременно обращаться по случаю замены при наступлении обязательств. 40 лет в полете танцевальный ансамбль «Кыталык» отмечает свой юбилей. В музее имени Ярославского работает выставка «Кыталыктын Даи», где можно посмотреть воочию самые главные награды и не только прославленного коллектива. Слава танцевального ансамбля «Кыталык» давно вышла за пределы нашей Родины. За 40 лет работы участники коллектива покорили порядка 40 стран. Во многих городах страны узнали и полюбили якутскую культуру, красоту якутского танца. Танец «Якутские узоры» давно стал их визитной карточкой. В концертном зале «Россия» мы танцевали впервые танец «Якутские узоры». Для нас эскизы костюмов сделал вот первые наши костюмы, которые сделаны профессионально. Сделал профессионал, великий художник, сценограф Владимир Давидович Иванов. В 2011 году Министерством культуры было учреждено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». И впервые вот в 2011 году присвоили это звание 23 коллективам России. И вот как раз в числе этих 23 был наш «Кыталык». Коллектив базируется в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса, но расширяет свои горизонты. На сегодняшний день в коллективе занимаются 450 человек с 5 до 78 лет. Работает филиал при Головном университете республики «Кыталык СВФУ». В планах открыть филиал в поселке Нижний Бестях. Есть группа спортивного бального танца, группа любителей народного сценического танца. У нас есть группа любителей латиноамериканских. И это уже старшее поколение. У нас есть фитнес, аэробика, у нас есть сигун. То, что связано вот с движением, с танцами, майя, это развивается. Успевайте до конца новогодних каникул посетить выставку, посвященную одному из самых прославленных коллективов республики. Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. На базе Жиганской школы состоялась 13-я региональная научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». На ней с докладами выступили 58 учащихся различных учебных заведений. Также в рамках научно-практической конференции состоялась презентация Центра научной арктической коллаборации имени Васильева и открытие детского движения «Школы талантов Куяр». В рамках Дней науки и творчества «Я талантлив» под девизом «В каждом ребенке чудо, раскрой его» состоялось открытие Центра научной арктической коллаборации имени Николая Васильевича Васильева. Он является выпускником Жиганской школы, окончил Иркутский институт иностранных языков, был кандидатом философских наук. Сегодня мы открыли первый арктический центр научной коллаборации имени Николая Васильевича Васильева, первого ученого из Овенков. Целью данного центра является подготовка учащихся к научно-исследовательским работам, проектам, олимпиадным движениям,
Потом мы должны основной акцент сделать именно на арктические исследования. Провели в школе, в школьной столовой конкурс юных поваров «Золотая ряпушка», где дети именно только из ряпушки приготовили различные блюда. Они не приготовили, как обычно, домашнюю, не просто жарили. Они готовили и пельмени, и котлеты, и оладушки, и различные котлеты, полуфабрикаты. Но не только приготовили, они показали, как они подают, как красиво оформляют и защищали эти проекты. Также в эти дни состоялось торжественное открытие детского движения «Школы талантов Куяр» при Жиганской школе. Руководителем и идейным вдохновителем является Аполлон Степанов, педагог дополнительного образования. Школа талантов Куяр начала свою работу с организации конкурса видеороликов вокального творчества «Таланты Арктики» среди учащихся школы. В конкурсе видеороликов участвовало 4 работы, где ребята попробовали себя в роли оператора, монтажера, режиссера, сценариста, актера. В конкурсе вокального творчества всего приняло участие 8 классов. Конкурсанты нарядились и выступили с песнями разных стран мира и подарили зрителям бурю эмоций. Наши ребенки, наш старост вытащил страну Казахстан, и мы выучили песню «Астана». Какой поэт? Нас готовили родители. Мы придумали стиль. Всем участникам, победителям были вручены сертификаты, дипломы, денежные призы и вкусный торт. Мария Аполлонова, Жиганск. В субботу прошел гран-при финал. Это именно выбирали лучшего спортсмена этого года. Надо напомнить, что лучшего спортсмена выбирали СМС-голосованием наши телезрители. Итак, давайте узнаем по адаптивным видам спорта, кто же стал спортсменом этого года. Голосование проводилось Степанида Артахинова, Владимир Балынец и Сергей Николаев. И выиграла Степанида Артахинова. Она заслуженный мастер спорта, лучница. В этом году она участвовала на чемпионатах России, на чемпионатах мира. Ну и показала наилучшие результаты. Ну и, видимо, является любимицей наших телезрителей. Да. Раз за нее проголосовало 50%. Угу. Тренер Андрей Андреевич Иксман, кстати говоря. Тоже поздравляем. Следующее у нас по национальным видам спорта. Участники Николай Иванов, Сергей Константинов и Алексей Сазонов. И, как вы видите, выиграл Николай Иванов, наш хапсагаист. Он также является заслуженным, нет, не заслуженным, а мастером спорта Республики Саха-Якутия по хапсагаю. У него очень много выступлений и почти все золотые медали. Тоже большой молодец. Тренер Бурцев Петр Иннокентьевич. Поздравляем тренера также. Ну и по неолимпийским видам спорта также было проведено голосование. Голосовали за Николая Гуляева, Аяла Макарова и Матрёну Наговицыну. И как, друзья, вы сейчас видите, Матрёна взяла 45,81% голосов наших телезрителей. Это неудивительно, потому что шашистка, международный гроссмейстер Матрёна Наговицына уже более чем достойно выступала в этом году на чемпионате Европы, на соревнованиях, чемпионатах мира. Думаю, что ее успех заключается в ее упорстве и действительно в наставничестве тренера Николая Николаевича Кычкина. Вот такие результаты у наших девушек, они лидируют, мне прям приятно. Да. Вот и категория олимпийские виды спорта. Голосование велось между Владимиром Егоровым, Нургуяной Никифоровой и Сарданой Трофимовой. И как вы видите, Нургуяна Никифорова победила. Опять же, девушки рулят, кстати, мой сын занимается дзюдо, да, ему было особенно приятно узнать, что дзюдоистка девушка молодая, красивая и дзюдоистка-мастер спорта Российской Федерации уже стала. Нургуяна Никифорова в этом году произвела настоящий фурор, выиграв первое золото якутского спорта на российском чемпионате по дзюдо. Я думаю, что в этом особая заслуга ее тренера Дамдидонжи Гамбадоржи. Да. Девушки молодцы, девушки рулят. Итак, далее узнаем, какие же вакансии предоставила нам биржа труда. Секретарь суда Управления судебного департамента в Республике Саха-Якутия.
Требования высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу, целеустремленность, доброжелательность, исполнительность, прием по конкурсу, информацию, зарплата 24 816. Секретарь судебного заседания также требуется управлению судебного департамента. Требования почти такие же. Доброжелательность, целеустремленность, высшее юридическое образование. Зарплата 24 816. Старший специалист первого разряда также требуется управлению судебного департамента в Республике Саха-Якутия. Высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу, целеустремленность, доброжелательность, исполнительность, прием по конкурсу. Информацию узнайте на сайте usd.jack.subdrf.ru. Зарплата 24 816. Новогоднее настроение уже повсюду, да? Да. Весь город уже приукрашен, все готовятся. И покупают подарки. Да, к самому главному празднику этого года. И у нас находятся гости, которые предоставят нам свою новогоднюю программу по Россельхозбанку. Да, действительно. Сегодня мы поговорим с финансовыми экспертами, директором регионального филиала одного из самых крупных и устойчивых банков России, Россельхозбанка, с Василием Васильевичем Тимофеевым. Доброе утро. И заместителем директора Афанасием Ивановичем Лугиновым. Друзья, доброе утро. Доброе утро. Ну, я думаю, скажите, да, какие есть новогодние предложения у вас? Да? У вас есть? Все ждем зарплату, не хочется на последний день покупки откладывать. Может быть, можно как-то поиграть со временем и деньгами. Да, вот хочу поздравить с наступающим Новым годом телезрителей и ведущих наших. Спасибо большое. И хочу предложение есть у Россельхозбанка в части все хотят на выходные там куда-то поехать, интересуются путевками. Россельхозбанк может предложить вам хорошие курсы по купле-продаже валюты. Мы можем индивидуальные тарифы дать, если сумма достаточно крупная. И плюс к этому банк готов уже по всем этим направлениям там вклады предложить хорошими там в эти выходные разместить, или же там карта с особыми условиями. То есть в эти дни есть особые подарки от Россельхозбанка, да? Также мы слышали, что у вас есть юбилейные монеты, да, подарочные. Давайте расскажите про это. Следующий год является по восточному календарю год крысы, металлической крысы, поэтому мы предлагаем монеты с изображением года, да, соответственно, плюс к этому предлагаем слитки золотые или же серебряные, начиная от 1 грамма, заканчивая килограммами, там объемы по серебру тоже 50 граммов, и плюс к этому до килограмма доходят, поэтому... Монетки эти серебряные, получается? Серебряные есть, золотые есть, есть инвестиционные, и которые можно потом через определенное время в банк обратно сдать. Максим, это, по-моему, вообще шикарный подарок. Когда не знаешь, что подарить, подари вот такую оригинальную вещь. К концу года вся Россия, особенно наша республика, бурлит новостями про дальневосточную ипотеку, про ипотеку 2% и про сельской местности ипотеку. У вас как с этим дела? Банк участвует в обеих программах. Я кратко скажу требования по этим программам. Дальневосточная ипотека для молодых семей до 35 лет, первоначальный взнос 20%, 20 лет срок, да? И есть еще сельская ипотека, которая федеральный бюджет до 3% субсидирует. Буквально в декабре месяце региональный бюджет принял субсидировать 1%. Соответственно, у нас есть в республике 2 программы, по которым по обеим по 2%. Отличие является то, что по сельской ипотеке нет ограничений по возрасту. Хоть у тебя там 18, хоть 50, по 2%. То есть даже пенсионеры могут, да? Да, до 65 могут взять. А какие документы, Василий, нужно показать, чтобы, например, сельскую ипотеку оформить? Такой же перечень документов, как обычная ипотека. Там 2 НДФЛ, трудовая книжка, паспорт, свидетельство, регистрация, и документы по дому. Афанасий, по этой 2% замечательной ипотеке, куда обратиться, кому какие документы предоставить? И самое главное, как долго будут рассматривать? Сроки рассмотрения стандартные, в принципе, да, до 3 рабочих дней. Можно будет предоставить любой из офисов Россельхозбанка. Мы находимся в 14 районах и в городе Якутске, на Пушкина 12 Ярославского. Тоже есть дополнительный офис, да. Можно будет подойти туда, там специалисты все расскажут и подскажут. Нужно будет заполнить анкету, предоставить документы, рассмотрим. То есть даже если я еще пока не собирала пакет документов, просто подхожу к вам, и вы меня дальше направляете? Да, можно будет. Василий также хотел бы узнать, да, в преддверии Нового года хочется побаловать своих людей.
друзей, знакомых, родственников, но не получается вот с Ну, финансами. зарплата Да, на зарплаты не 30-го хватает. или 28-го. Может быть, какие-то у вас новогодние акции, программы есть? Ну, акции есть с льготной ставкой. Вот Афанасий дополнит меня. Действительно, к Новому году всегда спрос повышается на потребительские кредиты, да, поэтому мы стараемся новые акции запускать в связи с этим. У нас акция новогодняя по потребительским кредитам от 7,5% ставка, да. Ставка беспрецедентно низкая, 7,5% по потребительским кредитам. А это на очень какие дешево. суммы? До 3 миллионов рублей. Ого! Да. Кому-то подарочек на 3 от 30 миллиона. до 3 миллионов. Как бы. У многих даже ипотека дороже, чем потребительский кредит в Россельхозбанке. Да, акция, она ограничена по сроку. Нужно будет как бы 2 НДФЛ, паспорт, копия трудовой книжки только принести. Смотрите, если были какие-то не очень удачные кредиты по не очень хорошим процентам, можно же поиграть, да? Да, можно перекинуть. Переоформиться? От 7%, 7,5% до скольки? До 11,5%. От чего зависит? Зависит как раз-таки от суммы, срока и категории клиента. Чем больше берем, чем на дольше срок, тем лучше Ну, от процент. кредитной истории, скорее Ох, вы сейчас Кредитная наших история не телезрителей влияет. соблазняете. Да, здорово. Вообще, какие документы обычно требуются для оформления кредита? И я знаю, что вот сейчас очень много, особенно среди женщин, самозанятых, вяжут, пекут, все на заказ, и как бы, знаете, как бы без документов. То есть ни в трудовой это не прописывается, ни в налоговой, получается. Ну да, данные клиенты должны быть все-таки зарегистрированы как самозанятые, да, и по ним у нас тоже запущена специальная программа, и для этого достаточно будет предоставить паспорт. И документ, который подтверждает доход, да, он предоставит в электронной форме через мой налог приложение. Смотрите, если пока не был, как бы, не подал эти документы в налоговую, да, как долго они будут светиться, через какое время в базе? Через год. Через год. Да. То есть, если сейчас я это оформлю, то вы меня сможете закредитовать только через год? Да. Ну, получается, хочу хороший кредит, надо поторопиться, чтобы к следующему году Да. к вашим хорошим условиям подоспеть, да? Да, и хотелось бы еще узнать про акции дополнительные. Какие есть? Да, у нас есть еще время достаточно, да? Да. Вот что еще У нас, Россельхоз нам приготовил? Также запущена акция «Не переплачивай по ипотечным кредитам», да, ставка там от 8%. И вот на самом деле вот где-то полгода назад, да, вот ставки, когда были 10%, люди особо не торопились с этим продуктом. Почему? Потому что все, кто получил ранее, они уже рефинансировались, и у всех 10-11 ставка была. Сейчас 8%, 2-2,5%, даже 3%, да, экономия достаточно существенная. Поэтому сейчас у нас эта программа активизировалась, она тоже срочная. И действует до 31 августа. Будем ждать всех клиентов. 31 декабря, видимо, да? Января следующего. Января, то есть Да, можно до 31 успеть. января. Да, можно и даже нужно успевать. Хорошо. А если вот брали, получается, вот эту ипотеку, по другому проценту, можно же ее тоже переиграть? Рефинансировать. Да. Ой, как это замечательно, когда можно с умом подходить к финансам. Ну, а у вас какие планы на Новый год, лично семейные? Ну, надо провести время с семьей обязательно в эти праздники, потому что не так часто дается времени. Много работаем Да, все. много работы, поэтому хотели все семьи проводим. Ну, я думаю, И для телезрителей давайте напомним сайт. На каком сайте адреса, еще можно более подробнее телефоны. узнать информацию? Как обычно у нас начинается после эфира, мы не услышали, мы не записали, Не куда запомнили, идти, да. не запомнили. Бывает Направьте телезрителей. Адрес сайта www.rchb.ru, а номер телефона 8 800 1000 ровно 100. Ну, еще можете подойти Пушкина 12. У нас и Главное, Ярославского 20. Такой еще вопрос. Я знаю, что очень часто пожилые женщины особенно беспокоятся насчет мошенников. Если поступают какие-то нехорошие звонки, да, коротенько скажите, что делать? Ну, работники банка никогда не спрашивают пин-код, никогда не спрашивают карту, да? Поэтому эти данные никогда никому не стоит говорить. И если звучат такие вопросы, это мошенники. Да, лучше положить трубку. лучше, да, положить трубку. потому Большое что- спасибо, что к нам Да, пришли. Мы большое вас тоже спасибо. поздравляем с наступающим Новым годом. И успехов, и Спасибо всего за хорошего. информацию, отличной акции. А мы Отличная переходим на короткий перерыв. Доброе утро, друзья! С вами передача «Новый день». Мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp, по которому вы можете поздравить
своих друзей, знакомых, родственников, чем-либо, или просто передать привет по номеру 8 914 279 22 62. И у нас как раз пришло одно сообщение. Доброе утро, НВК. Дорогого племянника Руслана поздравляем с днем рождения. Желаем счастливого детства и удачи во всем. Расти на радость маме и папе. С наилучшими пожеланиями семья Баишевых Улах-Ан. Замечательные слова. Русланчик, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ну, а сейчас программа переходит на очень важный блок. Давайте узнаем, какие новости есть у нас на сегодняшнее утро. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Порядка 1 миллиарда рублей направят на реализацию проекта «Родные города и села в Якутии». Эти деньги пойдут на благоустройство населенных пунктов. Также будет меняться архитектурный облик и качество среды. В программу объединят все проекты с принципом поддержки гражданских инициатив, включая движение добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Заработал официальный сайт, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В разделе «История» размещены материалы о самых масштабных сражениях. Это битва за Москву, оборона Ленинграда, Севастополя, операция «Багратион», штурм Берлина. В разделе «Наша победа» читатели сайта найдут информацию о городах-героях и городах воинской славы. Также здесь можно послушать песни победы. В разделе «Акции» читатели сайта узнают историю полюбившихся всем россиянам акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» и других. А в разделе «Парады» можно будет посмотреть все парады Победы, в том числе парад на Красной площади в Москве, который состоялся 7 ноября 1941 года. Основная волна ЕГЭ в 2020 году начнется с 25 мая и закончится 16 июня. Сейчас на своих экранах вы видите утвержденное расписание экзаменов. Отмечу, что в этом году на едином государственном экзамене по иностранным языкам будут английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки. А вот досрочная волна ЕГЭ начнется 20 марта. Обычно в этот период экзамены сдают не так уж и много выпускников. Например, в 2019 году в России таких было 27 тысяч, а в основной волне экзамен сдавали 750 тысяч. Также стало известно, что школьники смогут взять с собой на ЕГЭ в следующем году. Меньше всего предметов экзаменуемым позволят взять на математику. В кабинет разрешат пронести только линейку. На физику дополнительно можно будет взять непрограммируемый калькулятор. Школьникам, сдающим химию, позволят пронести с собой периодическую систему химических элементов Менделеева, а также таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов. На ЕГЭ по географии можно будет пронести линейку и непрограммируемый калькулятор. Сдающим экзамен по английскому языку можно будет взять технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютерную технику, не имеющую доступа к интернету, а также аудиогарнитуру для выполнения раздела «Говорение». Герои известных мультфильмов поселились во дворе мастера Николая Поликарпова. Все фигурки он делает из папье-маше, стекла и дерева. Вот, например, сцена из сказки «Карлик нос». Колдунья превращает Якоба в уродливого карлика с длинным носом. Рядом другой шедевр. Суровая королева на своем троне наблюдает за Каем. Как признается Николай Поликарпов, фигурки он делает для того, чтобы порадовать своих внуков. К слову, идей у мастера еще очень много. Сборная Усть-Алданского Улуса 5-й год подряд стала победителем Кубка Федерации масс-рестлинга. В этом году в соревнованиях приняли участие 8 сильнейших команд республики. На 2-м месте спортсмены из Амги, 3-е место завоевали масс-рестлеры из Якутска. Также в рамках этого события прошла встреча «Битва титанов» между чемпионом мира 2018 года Сергеем Фролкиным и обладателем Кубка мира 2019 года Виктором Колебовчуком. В итоге победителем в этой схватке стал Сергей Фролкин. Он выиграл со счетом 3-2. Хочу сказать, что уровень развития масс-рестлинга в республике достаточно высокий. Сегодня это диктует мода не только в России, но и в мире.
Мы уже чувствуем, что соперники наши за рубежом и в Российской Федерации нас догоняют, поэтому надо уделять достаточно серьезное внимание подготовке спортсменов-посредников нашей республики. Ну и вот исходя из этого, что вы можете сказать об уровне проведения сегодняшних соревнований? Ну, уровень, как отметил, очень высокий, неплохо подготовлены все команды, так скажем, аутсайдеров явных нету. 8 команд, все сильнейшие, оправдывают свое название сильнейших улусов. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Ну что ж, последняя полная рабочая неделя 2019 года, и все предприятия, организации, министерства, ведомства сейчас в режиме подведения итогов. И сегодня к нам пришел Сахамин Миланович Афанасьев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Расскажите нам о ваших итогах. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, якутяне. 2019 год проходит под большими комплексными масштабными мероприятиями. Всех их не перечислить, но надо отметить самые важные события, которые произошли в 2019 году. Это юбилей, 80-летний юбилей создания лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, 75 лет создания авиабазы авиационного тушения пожаров, 25 лет создания Министерства экологии, ну и 50 лет заповедному делу Якутии. Одни круглые даты. Да, это очень серьезные даты. Они говорят о том, что отрасль является одним из значимых отраслей в Республике Саха-Якутия. За этими сроками, за этими датами стоят, конечно, люди, которые основывали предохранное движение и отрасль в Республике Саха-Якутия. Это и ветераны наши, которые проходили через эту службу, и молодежь. У нас четко прослеживается преемственность и ветеранов, и молодых экологов. И эти люди, конечно, обеспечивали экологическое благосостояние Республики Саха-Якутия, защиту, охрану лесов, водно-биологических ресурсов, биологических ресурсов, ну и так далее. А расскажите о наиболее масштабных акциях, которые были проведены в текущем году с активным участием населения. В этом году проводилось очень много акций. Якутяне с удовольствием принимают участие во всех акциях. Это, конечно, акции, связанные с посадкой деревьев. Это Лес Победы, Подари жизнь дереву. Акции, связанные с охраной и очисткой водоемов, берега России. Общероссийская акция прошла очень успешно. В этом году просто мусор, да, убирали? Или мусор, берега и самое главное, выходят все. Очень много жителей Якутии, это молодые товарищи, ветераны наши, и принимают самое активное участие. Мне кажется, это очень хорошая инициатива. И, да, мы заняли третье место по Российской Федерации по уборке берегов. Люди очень трепетно относятся и не любят, когда наши берега захламлены, и принимать самое активное участие. Ну да, все, когда, вот, допустим, мы, да, в компании выходим на природу, обязательно убираем, даже если уже лежит какой-то мусор. Да. Коротенько, а что делать, если вот мы хотим высадить какие-то деревья? Куда нам обратиться? Вот хотим двором или районом. Два направления. Деревья можно садить в черте города либо поселка, где человек проживает. Обращаемся в лесничество, либо городскую администрацию. Все выделяется просто. участок. Но здесь надо помнить, что надо обязательно садить на подготовленный участок. Это подготовить почву, поливка, особенно уход первый год, чтобы деревья потом не погибали. Вот. И второе направление, которое появилось в этом году, и Якутия тоже масштабно начала принимать участие. Дмитрий Губерния приезжал, помните, да? Мы начали высаживать деревья, заниматься лесовосстановлением в лесных участках. Это уже отдаленные участки, где прошли пожары, либо карьеры. В этом году вы тоже, по-моему, принимали участие. Мы высадили более 2000 саженцев, закрытой корневой системой. Это уже отдаленные участки. Ну, это очень хорошо, да? Смотрите, в этом году состоялся Национальный лесной форум. Вот какие результаты, какие итоги вот этой работы? Основой деятельности в лесном комплексе, в лесной отрасли, конечно, является Лесной кодекс Российской Федерации. Это основной наш документ, благодаря которому проводится работа. Это и охрана, защита, содержание лесов и так далее. Законодательство должно совершенствоваться, чтобы мы могли сохранить наш основной ресурс, это леса.
И Николай Петрович, председатель комитета, это под его инициативой, а также при содействии правительства Республики Саха-Якутия, проводили этап национального лесного форума в городе Якутске. На 7 площадках обсуждали самые важные темы. Это как сохранить лес, как обеспечить сохранность лес и экопросвещение, в том числе сохранение реки Лена. Очень много актуальных вопросов было обсуждено, по итогам которых была вынесена рекомендация, которая в конечном итоге попала в парламентские итоговые документы, именно документы Государственной Думы. И эти документы позволят нам совершенствовать лесное законодательство. Ну и рентабельное использование леса также, наверное, входило. Да, ваш вот вопрос. этот вопрос Не только рассматривался. сохранность, а именно вот правильно воспользоваться. А лес – это ресурс, которым мы должны правильно пользоваться, рационально пользоваться. И помнить о будущем, да. Конечно, этот вопрос тоже рассматривался. Вот к 25-летию Минэкологии создан художественный фильм «Хатан». Расскажите про этот фильм, да, там противоборство кого идет? Госинспекторов и браконьеров. Очень интересный, кажется, фильм. Ну, это авторская подача. Дело в том, что через предохранную отрасль проходит очень много замечательных людей. Это наши ветераны, основатели лесного дела, охотничьего надзора, экологического надзора. Они чем занимаются, эти люди? Эти люди стоят на страже природных ресурсов и экологическое благополучие. А соблазн нарушить что-то есть. Что-то есть, и, к сожалению, это проявляется. В этом фильме автор на примере Карла Андреевича Геттера, начальника оперативной инспекции нашего министерства, выстроена сюжетная линия, которая вот показывает противостояние. Это что-то на реальных событиях или это из, что-то взято? Переосмысление будней ваших работников, Что-то есть из реального, из буднего, да, и, конечно, авторская подача. Но это противостояние есть в жизни, когда есть нарушитель, который хочет зайти и воспользоваться биоресурсами. И есть человек ответственный. И есть человек, который стоит на страже природы. Речь об этом. Сахамин Миланович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, поделились своими хорошими итогами, хорошими новостями. Мы вас поздравляем с Новым годом наступающим. И пусть у вашего министерства все будет хорошо. Пусть наши леса растут. С наступающим. Мы переходим на перерыв. Да. Ох, как приятно подводить хорошие итоги года. Вы смотрите программу НВК на канале НВК Саха «Новый день». Максим, что у нас с погодой на день? С погодой давайте узнаем, еще раз напомню. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы днем ожидается минус 35, минус 43. Заречье утром минус 36, минус 48, днем минус 36, минус 42. Южные улусы минус 30, минус 33, днем минус 30, минус 31. Вилюйские улусы минус 43, минус 47, днем минус 39, минус 41. Нижнеленские улусы минус 34, минус 46, днем минус 32, минус 42. Западные улусы минус 36, минус 41, днем минус 37, минус 38. Колымо-Индигирские улусы минус 30, минус 49. Днем минус 22, минус 37. Янские улусы минус 37, минус 50. Днем минус 33, минус 43. Северо-западные улусы минус 22, минус 36. Днем минус 26, минус 30. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 41 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 32, минус 34 градуса. К концу года идут итоговые мероприятия по всем направлениям. Спорт – одна из важнейших его составляющих. В этом году наши спортсмены дали нам очень много отличных медалей. И один из постоянных спортсменов, которые стабильно приносят нам медали, это Вадим Колтовской, мастер спорта международного класса по кикбоксингу. В этом уходящем году Якутия отмечает много побед, и наши спортсмены много где отличились. Сегодня мы встретились с одним из выдающихся сыновей нашей республики, мастером международного класса Вадимом Колтовским, который в этом году стал двукратным чемпионом России по кикбоксингу.
В этом году я участвовал сначала, это было весной, чемпионат России по кикбоксингу в разделе лоу-кик. Там я стал первым, то есть чемпионом. Ну, эта Россия для меня была самой такой сильной, можно сказать, потому что там соперники были очень непростые. Самый сильный соперник был в весовой категории 57, в котором я участвовал. Это спортсмен из Тувы Сергей Кожак. Он является заслуженным мастером спорта, трехкратным чемпионом мира, чемпионом России семикратным. Вот с ним я боксировал в финале и, можно сказать, убедительно выиграл. И последующий я получил путевку на чемпионат мира в этом году, который проходил в Боснии и Герцеговине в городе Сараево. С самого начала, скажем, подготовка вообще была, по сути, очень упорной. Вообще, все идеально шло, но получилось то, что получилось. Это меня, наоборот, еще больше смотивировало, этот проигрыш, поскольку там были соперники, которых я действительно мог выиграть, но не получилось. И это меня, ну, скажем, взбесило. Я еще буду упорнее буду тренироваться дальше. И, скорее всего, успокоюсь, когда возьму чемпионат мира. В спорте, как и в жизни, взлеты и падения. Спортсмен восходит на пьедестал почета, а иной раз выбывает из гонки. Что хочется отметить, наши спортсмены, проиграв, не отпускают руки, а еще упорнее начинают работать над собой, чтобы достигнуть еще больших высот. В любительском кикбоксинге Россия считается одной из самых сильных стран. На данный момент у него титулы чемпиона Европы, обладателя Кубка мира, и является первым номером сборной команды России в своем весе. В следующем году, как по календарному плану, чемпионат Дальнего Востока, потом чемпионат России, и в следующем году чемпионат Европы будет. У нас вот чемпионат Европы и чемпионат мира чередуются. Еще раз поздравим Вадима и его тренера Андрея Васильевича с золотой медалью России. Пожелаем успехов в будущих боях, еще больших побед, еще больших дальнейших достижений. Мы не просто так выступаем на эти соревнования. В первую очередь это все для республики, можно сказать. Я горжусь, что именно отсюда, из республики, я выступаю. Ну, есть чувство гордости. Наши спортсмены ставят свою родину превыше всего. Ведь что такое родина? Это место, где ты родился, вырос, где живут твои родные, твоя земля, твое небо. Максим Гоголев, Илья Жараев. Новый день.
еще к этому моменту, то после этого зажигательного танца, я думаю, всем захотелось и в бой, и на работу, и с хорошим настроением. Да, тема нашего следующего разговора танцевальный спорт в Якутии. У нас в гостях Нелли Лилло, член Союза танцевального спорта Республики Саха-Якутия. Доброе утро. И Александр Осипов, также Софья Шпачинская, многократные чемпионы и призеры республиканских, российских и международных соревнований. Доброе утро. Доброе утро. Ну, запыхались, зажгли. Нелли, в Якутии завершилось первенство региона по танцевальному спорту. Вот как прошло? Какие впечатления? Как ваши подопечные выступили? Ну, я думаю, что все-таки можно дать высокую оценку первенству. Приехали участники из Ленска, Мирного, Нерюнгри, представители были. Хорошие результаты дети показали. И нас порадовали, конечно, результатами и наши ребята, которые, в принципе, подтвердили свои результаты, которые весь год они показывали нам. Александр и София стали очередной их был результат чемпиона республики по латиноамериканской программе. И молодая совсем пара. Ну вот давайте прокомментируем, потому что вот сейчас я за кадром спросила, сколько же возраст у наших танцоров, и очень удивилась. Да, танцорам нашим всего лишь навсего 15 и 16 лет. Да, очень Александр, молодые, 16, уже да. очень, скажем так, заслуженные танцоры, да? Да. Ребят, волновались, когда выступали? На самом деле нет. Нет? Нет. Все уже пройдено, да? У меня вот такой вопрос. Почему вы выбрали именно спортивные танцы? Ну, меня вообще привел папа, поскольку у меня была операция на сердце. Меня привел папа и сказал, вот, будешь танцевать. Будешь тренировать свое сердце, да? Да, ну и остался в этом виде спорта, потому что просто нравится. Очень красивый вид спорта. И я выздоровел, все хорошо, танцую, радуюсь. Ну, если кто-то сомневается, что это действительно спорт, попробовали бы вы хотя бы минуту в таком ритме и с такими четкими движениями двигаться. София, ну а ты почему пришла в танцы? На самом деле родители отдали в танцы, еще когда я была маленькая, лет в 6. И сейчас я до сих пор танцую, потому что в танцах я нашла себя. Для меня танцы — это способ самовыражения, и конечно, мне это очень нравится. А если плохое настроение, ты танцуешь или наоборот специально танцуешь? Специально танцую, чтобы поднять настроение. Ага. Нелли, также расскажите вашу, наверное, у вас история очень такая объемная, интересная. Ну, в принципе, на самом деле я как любой родитель прежде всего выступаю, да, тоже я когда-то увидела, как танцуют дети, сама я занималась танцами, ну и однажды на площадке, это еще было в далеком Ульяновске, так скажем, вот, я увидела, как танцуют мальчики, то есть у них шел экзамен, они сдавали базовые движения, девочки оттанцевали, и зашла группа мальчиков, они сдавали вот эти движения, и я увидела впервые в жизни, как танцуют маленькие дети, то есть маленькие мальчики. Это как, знаете, взрослые мужчинки такие, собранные, организованные, невероятно красивые, с четкими ритмичными движениями, которые уже чувствовали музыку и очень профессионально выступали. И я подумала, мои дети будут танцевать. Это невероятно красиво, это просто настолько интересно, здорово, что, конечно, и так получилось, что я связала всю жизнь с танцами. Да, как и в любом спорте, надо чувствовать свое тело, в любом случае. Да. Ну а как сейчас этот вид спорта прекраснейший у нас в республике развивается? Ну, я думаю, что сейчас вот как раз мы будем стартовать, потому что до этого мы пытались своими силами подниматься, и я думаю, что мы неплохо поднимались. Вот, то есть у нас дети танцуют достаточно профессионально. А сейчас в свои руки наше развитие, так сказать, взяла первая леди республики. Поддерживает, да? И она, конечно, не просто поддерживает, она прямо кровно заинтересована в том, и это чувствуется, ощущается по ее действиям, по ее сочувствию нашим проблемам. Она их слышит, она понимает их, это очень важно. Поэтому большое спасибо Людмиле Валерьевне за это.
Ну, я думаю, такая поддержка у да, вас что прям на она новый уровень уже продвинет. начинает нас поднимать совершенно на другой уровень. И это здорово, потому что до этого нас как бы очень плохо, мало слышали. Сейчас нас услышали и пытаются решить все наши проблемы. Мы это реально начинаем ощущать. Потому что у нас в этом году и в прошлом, да, уже столько было поездок, да, помощь реальная идет, финансовая помощь идет, дети имеют возможность выездов на И профессиональные уровень турниры. растет, и чем выше уровень соревнований, тем выше уровень наших спортсменов. Конечно. Ну, вот вы когда-то захотели, чтобы ваши дети танцевали. Я думаю, что вот сейчас половина наших телезрителей точно такую же мысль подумали. Мои дети будут танцевать. Да. Вот родителям что посоветуете? Ну, я посоветую, приводите, конечно, приводите. Ну, как можно пройти мимо, допустим, розария и не полюбоваться на цветы, да? Дети это тоже, ну, хоть это банально звучит, но цветы нашей жизни, и, конечно, хочется дать им самое красивое, самое классное. Потому что танцы — это все-таки элитный вид спорта, это интеллектуальный вид спорта, это гениальный вид спорта. Это другой уровень Это всё-таки. совершенно другой уровень, это совершенно другая осознанность. Дети, конечно, развиваются потрясающе, и даже вот в этот раз мы поняли, что за год ребенок преображается так, что это просто потрясающе. Но это родители сами отмечают. Ну, много даже говорить не хочется. Просто приходите и сами убедитесь И в том, попробуйте, что это да? уникально. и на Это самом уникальный деле, вид да. спорта. И даже если ребенок не будет профессионально заниматься, вот эта осанка и красота останется. Ну да. Большое Спасибо спасибо, большое, что вы пришли, подошли к нам, порадовали нас с показали утра. отличный танец. Спасибо за Ну, приглашение. а мы, друзья, передаем правление якутскому блоку.